Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на знакомство. Давайте посмотрим, с кем вам по судьбе в скором времени познакомиться. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте свой срок, только не загадывайте слишком долгий. И давайте узнаем, с кем по судьбе вам скоро познакомиться. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпка у нас общая, пожалуйста, про это не забывайте. Здесь вышло несколько персонажей, и сейчас я вам о них расскажу. Но начать я хочу именно с вас. Здесь вас показывают большой прекрасной птицей, которая расправляет свои крылья. Видите, расправляете крылья. Хороший очень знак, знак того, что вы приходите в себя, знак того, что вы начинаете в себя верить, знак того, что у вас энергетика поступает, у вас как второе дыхание открывается, появляются желания. Помимо желаний еще появляются возможности исполнять эти желания. Ну, если по-простому, вы расцветаете. Вы расцветаете, вы в полном ресурсе находитесь, либо будете находиться, и у вас впереди очень много всего интересного. Вам хочется этого, вы к себе это притягиваете, привлекаете. Если хотите, то приключения. Так можно сказать, да, у вас впереди очень интересные приключения. Вам хватит и сил, и желания появятся на эти приключения. В общем, поживете, повеселитесь, грубо говоря. Весело. Вам будет весело, вы будете очень активны, даже в каком-то пиковом значении своей активности. И будете производить на людей просто какое-то неизгладимое впечатление. Люди просто вот в шоке от вас будут, в хорошем смысле слова, будут говорить: боже, какая она красивая, она как зажигалочка, от нее прям искорки отлетают. Да, люди будут вами восхищаться, и мужчины, и женщины. Так, первое знакомство, вот оно у вас, видите, тройка. Здесь мужчина и женщина, с кем вы будете знакомиться. Женщина очень необычная. Женщина под знаком Тельца. Женщина с деньгами. Женщина богатая. Женщина, которая, возможно, сама все себе заработала, а может быть и не сама, но тем не менее она знает, как управляться с деньгами. Здесь самая большая тройка, и это говорит о том, что с этой женщиной вы не просто познакомитесь, вы с ней подружитесь. Она к вам очень сильно будет тянуться, но и вы будете не против, потому что вы как чем-то схожи характерами, может быть, вы с одной местности, может быть, у вас какие-то похожие истории жизни. Прям она к вам с чувствами, да, вот воспринимает вас чуть ли не как сестру. Как подругу себе очень классную обретаете. Подруга, которая действительно знает цену дружбы. И плюс для этой подруги, как не будет слова «нет», да, она ни в чем не сможет вам отказать. И еще не сейчас, не в ближайшее обозримое будущее, чуть попозже эта женщина очень многое для вас сделает. Но, грубо говоря, она сама идет по тельцу, видите, телец, она еще и вас туда будет подтягивать. То есть стараться вам помочь для того, чтобы вы поправили свое материальное положение своей семьи. Очень классная женщина. Мне вас, кстати, Боженька наградил вот такой подругой, да, награждает таким знакомством. Ну, дальше как бы все уже от вас зависит. Но вижу, что вам очень приятно будет с этой женщиной. Прям быстро подружитесь, и дружба такая, знаете, на десятилетия дружить крепко будете. И еще мужчина. Мужчина, который что-то умеет лучше, чем другие, либо знает больше, чем другие. Очень крутой специалист в своем деле. Знакомство. Ну, тут знакомство делового характера. По рекомендации, либо в интернете, может быть, найдете. Но мне больше идет как рекомендация. Знаете, как кто-то честный отзыв даст по поводу этого человека, вы такая: да, мне туда надо. Ну, допустим, вы ищете хорошего там стоматолога, вы ищете хорошего, там, не знаю,
врача общей практики, да, чтобы хотя бы какое-то обследование пройти. Кто-то ищет юриста, кто-то ищет толкового банкира, да, банковского служащего. В общем, вам дадут рекомендацию, и вы обратитесь к этому человеку. Сначала он вам очень не понравится, потому что человек такой, знаете, сдержанный, говорит только по делу, нет там бахвальства, нет лишних слов. Ну, немножко как закрытый вам покажется, необщительный, закрытый. Но в процессе, например, там, обследования, да, либо общей работы, вы поймете, что мужик действительно крутой, очень крутой. Вы судьбе будете благодарны за то, что именно вы к нему попали. Здесь речи нет о личной жизни, да, о том, там, симпатия, не симпатия, нет. Как человек вам очень понравится, да, как приятный как человек. Но и вы тоже этому человеку понравитесь в плане хорошей клиенточки такой, да, хорошей пациентки. Очень много этот мужчина для вас сделает. Сделает столько, сколько никто не делал. Вот, судьбу будете постоянно благодарить, и его будете благодарить за то, что он появился в вашей жизни, и тех людей, которые порекомендовали. Вы, кстати, этого человека тоже будете рекламировать и рекомендовать дальше. Он поможет вам справиться с какой-то вашей проблемой, либо с какой-то сложной ситуацией. Опять же, вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Мужчина, что надо? Крутой специалист, причем специалист, который может входить в ваше положение. Ну, допустим, банальный пример, да, стоматолог. Вы приходите, это все стоит дорого. Человек вам говорит, ну, давай так. Там, да, предлагает варианты, чтобы вам там и скидочку дать, и чтобы подешевле сделать. И, кстати, очень качественно будет делать. В общем, вам все понравится. Тут все понравится, и вижу. С мужчиной очень повезет. Теперь личная жизнь. Ну, в личной жизни у вас идет знакомство с очень интересным человеком. Здесь вас скорее как познакомят, да, не естественным образом все происходит, а вас как знакомят в какой-то компании, на отдыхе, либо на чем-то дне рождения, может быть, как знакомый знакомого, да, вот какое-то массовое мероприятие. Здесь вас познакомят. Мужчина как мужчина, очень скромный, такой, знаете, неболтливый, говорит по делу, на рожон не лезет, не выпендривается, не наглый. Ну, такой себе вполне приличный мужчина. Вот у вас с ним идет знакомство. Причем потом что-то интересное выяснится в процессе. Да? Такое впечатление, что вот все дороги вели именно в одно и то же место, его и вас, для того, чтобы вы смогли познакомиться. Такой неплохой, знаете, неплохой, уверенный в себе, но при этом он не хвастается. Вы вот с ним знакомитесь, и получается такая история. Вы больше говорите, а он больше как слушает. На те вопросы, которые вы задаете, он отвечает. Но так, что прям сам там вам что-то рассказывать, расписывать, такого нет. Вас это будет немножко смущать. Поскольку вокруг вас будут еще и другие люди, вы друг от друга будете немножко отвлекаться. У вас, кстати, вот это первое знакомство, оно хоть и по судьбе, но оно какое-то как блин, да, первый блин комом. Двоякое впечатление будет. С одной стороны, да, приятный, но с другой стороны, какой-то слишком уж он закрытый и молчаливый. Да, так и будете думать, а почему он молчал, да, либо почему он там ничего не говорил, либо я не понимаю, понравилась я ему или нет. Да, вы ему очень сильно понравитесь, очень сильно. И, кстати, вот это его поведение, такое молчаливое, скромное, отчасти и произошло от того, что вы ему очень понравились. Он даже как был шокирован вашей красотой, вашей энергетикой, вашей какой-то самобытностью. Ну, в общем, произвели на него впечатление, и он такой, чтобы там лишнее не сказать, да, ходил, сам себя, наверное, щипал, поверить не мог, что он с такой фантастической женщиной, как вы, познакомился. Так, ну, вы тут с ним общение как-то в интернете начинаете, может быть, через смс-ки, может быть, в соцсетях начинаете. Почему-то у вас общение какое-то прерывистое идет. У вас даже будут подозрения, что, может, у него там другая женщина есть. Но я вижу, что у него и работа есть. У него не женщина, у него какая-то работа сложная есть. И он не всегда доступен, да, он не всегда может быть на связи. Почему-то идет, что у него какая-то очень ответственная и сложная работа, которая от него требует просто вот максимального вовлечения
И, возможно, из-за этого и личная жизнь у него не складывалась, потому что, ну, женщине нужно время, да, на семью нужно тратить время. А он именно вот любимым делом занимался, строил карьеру. Смотрите, этот мужчина головой понимает, что да, карьеру я там строю, делаю, но я живу своей работой, да, у меня нет никакой личной жизни, я ничего не могу себе позволить, да, обычного семейного счастья не могу позволить, да, любви не могу позволить. И мужчина задумывался уже о том, что нужно менять сферу деятельности, либо, может быть, там куда-то переходить, там, переводиться на другие должности. А вы для него как вот этот волшебный пинок к действию. Потому что он вас увидел, говорит, вот я на работе просижу, а мог бы с этой женщиной счастье свое строить, да? Вот, поэтому у вас общение немножечко такое идет, не личное, а в интернете, скорее всего. И будет он писать, когда у него будет возможность. Может быть, даже на работе он не имеет права пользоваться телефоном, ну, либо интернетом, не знаю, как там у него. Да, работа, у него сложная работа, ответственная, сложная работа. Но, как бы там ни было, отношения очень медленно, но будут развиваться. Очень медленно, но развиваются. Кстати, вас это будет немножко смущать. Но вы не привыкли к общению с такими мужчинами. Не привыкли. Я еще вижу, что этот мужчина вам чем-то будет помогать. Вот конкретно, да, конкретика идет. Вы там говорите, что вот есть такая у меня проблема, либо есть такая у меня задача. Он такой, так, все понял, не переживай, я все сделаю. Да, для тебя я все сделаю. Такой, знаете, как добрый ассистент, либо добрый помощник. Вы его долго будете воспринимать другом, хотя при этом будете испытывать к нему симпатию, влечение, симпатию. Он же сразу вас в своем сердце, вот как любимую женщину, сохранит. Но в силу вот этой своей работы, да, своих обязанностей, он понимает, что предложить-то нечего. Да, он даже как сам себе не принадлежит. Допустим, он не может вас, например, позвать на свидание, потому что у него там жесткий график, у него там смены, либо вообще он там сутками работает. Поэтому как-то все сложненько выглядит. Он очень будет бояться, что вы не захотите с ним дальше общаться. Поэтому вот этими добрыми делами, помогалками, да, он будет заслуживать ваше внимание, ваш интерес и как привязывать вас, что ли, к себе. Да? Ну вот посмотри, я хороший, я могу пригодиться, я могу очень много хорошего для тебя сделать, полезного могу сделать. Кстати, с появлением этого мужчины и вашего вот старта в общении какой-то бывший вас вспомнит, либо объявится даже. Как будто бы новый мужчина триггернет бывшего мужчину. Либо у кого-то так отыграется, что новый мужчина триггернет мужчину, который долго не мог признаться вам в своих чувствах. Для вас это будет, конечно, таким себе открытием. Вы такая, о боже, что мне делать? Бывший нарисовался, либо мой друг оказался и не друг, да, а испытывает ко мне чувства. Ну, я думаю, вы женщины умные, вы придумаете, как обыграть эту ситуацию. Вижу, мои хорошие, что вам будет весело, много всего будет происходить, да, у вас вообще как крайности, то пусто, то густо по событиям. В ближайшем обозримом будущем очень много событий происходит. И одно событие за собой притягивает следующее событие. По итогу я вижу вас, и вы от мужчины принимаете какую-то коробку, как подарок принимаете. Я так понимаю, что от этого мужчины принимаете. Вы не только подарок принимаете, вы как и ухаживание его принимаете. И еще вы даете ему разрешение на дорогу и на ногу. Ну, то есть приходить к вам, да, либо пойти с ним на свидание, общаться с ним, не знаю, встречаться с ним. Вы ему разрешите, вы ему позволите. Хотя будете все равно сомневаться. Ну, конечно, он же такой немножко закрытый, он сильно не говорит, особенно про работу он не будет говорить. Что работа ответственная, сложная, и, возможно, нельзя о ней говорить вот так всем подряд, рассказывать там какие-то свои тайны, секреты рабочие. Так что с этим мужчиной, в принципе, у вас отношения вот потихонечку будут завязываться. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.